У Иннокентия Федорова сегодня дел на огороде ничуть не меньше, чем весной и летом. На дачном участке опытного огородника растет огромное количество овощей, плодовых и ягодных, среди которых гиганты, свекла и морковь. Многих дачников, оставляющих свой сад и огород на зимовку, интересует, какие основные мероприятия следует провести в этот период. К примеру, отдельного внимания заслуживают многолетние растения, которые необходимо защитить от морозов. Как же их правильно укрыть, чтобы весной любоваться новыми всходами? Первый год после пересадки растения хвойных пород и некоторых кустарниковых, и районных, но адаптированных к Якутии, таких как вишня песчаная, яблоня сибирская, в первые 2 года утепляют их старыми опилками 3-4-летней давности. Если кто делает подзимний посев, можете немножко укрыть тонким слоем опилок тех же самых. Следует ли перекапывать грядки и какие поля требуют обязательно перекопки? Мнений на этот счет множество, но вот что советует эксперт. Осенняя перекопка, весенняя перекопка, на мой взгляд, они оба равноценны. Можно поздно осенью землю перекапывать. Почему перекапывать землю? Для того, чтобы усилить аэрацию, это проникновение кислорода корневым системам. В почве же находятся такие растительные остатки, перегной, которые должны дозреть. Перекапывая их, мы помогаем тем самым хорошему дыханию растений, и плюс к этому влага хорошо впитывается в перекопанную землю. Как же быть с семенами от растений? Боятся ли они холодов? Или же их не стоит оставлять замерзать на даче? Согласно исследованиям нашего института, мы при разных температурах хранили, то есть до минус 57 естественных условиях, ни зерновые, ни кормовые, ни огородные нисколько от холода не страдали, поскольку семена уже находятся в покое и хорошо, прекрасно выносят наши холода. Многие дачники, оставляя огород, задумываются о том, как поступить со старыми больными ветками и пожухшими побегами. Иннокентий Аполлонович советует. Листья плодово-ягодных культур, таких как черная смородина, надо убирать, поскольку в толще этих опавших листьев сохраняются и сами насекомые вредители, и их яйца. Следующей зимой надо ожидать урожай этих самых вредителей, поэтому их под растениями и вокруг них надо старые листья убирать однозначно. Также у эксперта есть свой особенный секрет, благодаря которому каждый сезон семья собирает огромное количество урожая. Пищевые остатки, старую крупу гороха я просто так не выкидываю в помойку. Я их равномерно, помаленьку вношу в землю. Кожура бананов, яблок подвергнутся разложению и послужат органическим удобрением. Благодаря этим советам весной вы намного упростите себе работу, а следующей осенью получите здоровый, вкусный урожай.